беглый иноагент Семен Кочкин. В общем, персонаж, что называется, патентованный. Деструктивные силы проявили себя, настраивая своих подписчиков портить бюллетени. Так «Россия-24» и национальное телевидение Чувашии обманывают своих зрителей. В прошлом году после обстрела колонны мобилизованных во многие семьи пришли похоронки. Одной из причин обстрела могло быть плохое командование. Известно, что тогда чувашским полком руководил тоже мобилизованный учитель ОБЖ Владислав Матузас. По республике прошли массовые похороны, а после этого потери пришлось подтвердить и главе Чувашии Николаеву. Но при этом потери, конечно же, есть. Они на войне, без них, к сожалению, не бывает. А что же после этих событий рассказали на «России-24»? Яркий образец виртуальной перемоги. Вот только доказательства с самого начала выглядели сомнительно. Первоисточником вброса оказался паблик «Сердитая Чувашия». Его администратор – беглый иноагент Семен Кочкин. И стоит ли удивляться его активности в создании контента для вражеской пропаганды? Да, буквально, что никто не пострадал. Это все Семен Кочкин и его «Сердитая Чувашия». Придумала фейк для украинской пропаганды. Ну а что? Телевизионный зритель, особенно если он не из Чувашии, поверит ведущему на слово. Не пойдет же он проверять, что случилось на фронте. Некоторые все еще доверяют телевизору. Активистов радикально настроенных сил хорошо знают и в Чувашии. Их риторика не изменилась, главное раскачать стабильную ситуацию в стране. Почему в НТРК Чувашии уверены, что нам спускают украинские методички? И почему они везде видят американский след? Просто они сами именно такие. Только в 2024 году официально через госзакупки Минцифры Чувашии раздали подконтрольным и провластным СМИ больше 9 миллионов рублей. А за прошлый 2023 год больше 15 миллионов. Исполнители ВГТРК, НТРК Чувашии, ЮТВ, Европа Плюс, Комсомольская правда и Российская газета. Большинство СМИ республики так или иначе получают деньги от властей, а те, кто не получает, единицы. Вместе с деньгами власти требуют лояльности и так или иначе скидывают свою методичку. У выпускающих репортажей сотрудников НТРК Чувашии, которые полностью принадлежат Минцифре Чувашии, просто в голове не укладывается, как можно работать без методички и госбабла. Вот и получается у них все очень плохо. Вот, например, ЧБРУ выпустили нашумевшее расследование про детские площадки. В том числе об этом скандале мы делали большое видео, которое посмотрело уже больше 500 000 человек. Посмотрите, и вы, вот где-то тут оно будет, если вы его пропустили. В ответ на расследование НТРК от имени властей ответили, что разворованные детские площадки – это фейк. И заявили, что готовят репортаж с Ковалевым, который разберется. Так называется пафосная программа, которая делает вид, что разбирается с резонансными проблемами. Но репортаж так и не вышел, зато факты в расследовании подтвердились. И теперь чиновники, организовавшие схему, сидят в СИЗО или находятся в розыске. Или вот другой пример. НТРК рассказывает, как будет здорово, когда государственная ипотечная корпорация на госденьги вырубит лес в юго-западном районе и построит там ЖК. Помимо 19 жилых домов, проектом предусмотрена шашлычная зона, спортивные площадки, тропа здоровья и зона для воркаута. Вырубка деревьев на остальной части будет осуществляться точечно, только там, где это необходимо для строительства. Сейчас лес вырубили, директор ипотечки в СИЗО. А то, что проект пролоббировал старший товарищ Николаева Анатолий Аксаков на национальном телевидении Чувашии, не расскажут. Зато такое видео есть у нас, посмотрите его вот здесь. Госсми обошли стороной посадку на 14 лет строгого режима педофила, бывшего руководителя Чувашмультфильма и фонда поддержки сирот Тахира Мирджапарова. История страшная. Следствие установило, что его жертвами стали 15 детей от 11 до 15 лет, которых он поил алкоголем и насиловал, и записывал это все на видео. Обычно силовые органы и журналисты на каждом углу показывают лица людей, совершивших сексуальные преступления. Но не в этот раз. Возможно, потому что именно глава Чувашии предложил Мирджапарову возглавить креативный кластер Чувашии. А возможно, потому что на национальном телевидении Чувашии выходила передача «Живой язык», в котором чувашскому языку Мирджапарова учил лично Олег Николаев. Все выпуски с осужденным педофилом были удалены сразу после ареста. И это стало единственной реакцией телеканала на скандал. И таких примеров замалчивания, манипуляций и обмана огромное множество. Если зайти на сайт национального телевидения Чувашии, можно увидеть, что они не стесняются, предлагают под видом программы или репортажа сделать рекламу коммерческой фирме прямо в своей главной программе новостей. Выглядит это примерно вот так. В
В Чебоксарах в Доме дружбы народов компания Т+ предоставила уникальную книгу. В нее вошли 17 сказок коренных и малых народов, проживающих в регионах присутствия компании. Т+, социально ориентированная компания, проводит благотворительные и экологические акции. Рекламу получают не только принадлежащая олигарху Виксенбергу Т+, которая совершенно бесплатно получила теплосети города, но и, например, застройщики. Микрорайон Солнечный – один из самых стремительно развивающихся и молодых районов города Чебоксары. Основной застройщик микрорайона – группа компаний «Удача». Или давайте посмотрим совсем уж уморительный репортаж, который они сделали про сердитую Чувашию после теракта в Крокусе. Тогда они побоялись назвать мою фамилию и название канала, но зачитали наши посты и показали испорченные бюллетени на выборах президента. Эти манипуляции такие очаровательные, что их очень хочется разобрать. Чем ближе инаугурация Владимира Путина на пост президента, тем активнее оппозиция пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку. Причем многие это делают за пределами страны, публикуя провокационные посты в социальных сетях. Активистов радикально настроенных сил хорошо знают и в Чувашии. Их риторика не изменилась, главное раскачать стабильную ситуацию в стране. Про раскачивание лодки. Я не хочу гражданской войны. Я хочу демократических перемен, чтобы люди могли решать, как им жить в собственной стране, как платить налоги и как деньги и полномочия должны распределяться между Кремлем и регионами или между Чебоксарской свечкой и районами. Видимо, обсуждение таких базовых вещей – это и есть раскачивание лодки. Идем дальше. Надеюсь, Ковалев разберется. Даже на фоне общей для всех россиян трагедии оппозиционные телеграм-каналы публиковали циничные посты, ссылаясь на специальную военную операцию. Впрочем, это вполне ожидаемо. В обществе и так запредельный уровень насилия и терпимости к нему. Это неудивительно, когда третий год идет преступная и бессмысленная война. После ее завершения на улице вернутся люди с ПТСР, знающие вкус крови, не считающие жизнь высшей ценностью. Взрывоопасная ситуация. Уже сейчас, каждую неделю появляются новости об инцидентах, преступлениях с людьми, приехавшими из зоны боевых действий. Ну и скажите, где мы не правы? Даже в Чувашии есть солдаты ЧВК, которые успели вернуться с войны, совершили новые преступления и снова сели. В посте, который приводит национальное телевидение, мы осудили пытки не потому, что террористы хорошие или что-то в этом роде, а потому что пыток вообще быть не должно. Под ними любой признается в чем угодно. Что касается трагедии, западные спецслужбы предупреждали российские власти о том, что ИГИЛ готовит теракты. Некоторые даже удалось предотвратить, а террористы были арестованы. По тем же данным, теракт в Крокусе должен был быть во время концерта «Шамана», а не группы «Пикник». Так или иначе, мы сейчас знаем и понимаем, что российские спецслужбы теракт просто проворонили, но никто в спецслужбах наказания не понес. Вместо этого нам показали террористов после пыток. Страшная трагедия, десятки убитых и никаких выводов. То, что произошло вчера в Москве, это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы, и всегда не обвиняют других. Так, давайте я это просто промотаю, потому что эти посты президента Украины Владимира Зеленского. Там дальше будет еще проект «ГУЛАГа нет», что-то еще. Мы это у себя не публиковали, это просто какой-то выдуманный мир журналиста Ковалева. По этим постам становится понятно, что оппозиционные каналы работают с украинской повесткой, причем пытаясь встать на защиту террористов. Что за украинская повестка? Окажется, Ковалев не разобрался, откуда выводы, что кто-то защищает террористов. Что это вообще такое? Неужели просто придумал? Ладно, смотрим дальше. Известно, что многие деструктивные телеграм-сообщества ведут протестные активисты, сбежавшие за границу. Вот их фото. По нашим данным, беглецы осели кто где. В Грузии, Турции, Армении, Литве, США, Великобритании и даже в Киргизии. Вот фотографии активистов и фотография буквально одного человека. Почему показали только его? Потому что он держит в руках флаг правого сектора и батальона Азов. А знаете, почему он их держит? Потому что у него украинские и чувашские корни, и он тяжело переживает войну. И с российской, и с украинской стороны воюют его родственники. Я не буду называть его имя, чтобы не помогать силовикам, но он никогда не вел никаких телеграм-каналов, а показали его только потому, что у нас есть общие фотографии в Инстаграме. Вот такое расследование от национального телевидения Чувашии. Там новоиспеченные иммигранты смело выступают против России, критикуя действия властей, собирают донаты на свою беспечную жизнь, а также призывают участвовать в несанкционированных митингах и акциях, преследуя цель дестабилизировать обстановку. Для меня сердитая Чувашия и вот этот канал – это все волонтерство. Я зарабатываю себе на жизнь на другой работе. Тех денег, которые мы собираем, едва хватает на ставку автора канала. И часто я вкладываю в проект свои личные средства. С прошлого года YouTube отключил нам монетизацию. Сайт, через который
который мы собирали деньги, тоже заблокирован. Хорошо, что остается Patreon и Boosty. Если хотите больше качественного контента, то обязательно подписывайтесь. Помимо фотографий с антивоенного митинга, национальное телевидение зачем-то показало фотографию Дмитрия Семенова, который раньше занимался политикой в Чувашии, а сейчас работает журналистом в Литве. После угроз новых уголовных дел и иммиграции Семенов перестал комментировать чувашские политические новости. А в этот репортаж его вставили только потому, что он держит шарф «Слава Украине». Это показали и выборы президента России. Деструктивные силы проявили себя, настраивая своих подписчиков портить бюллетени. Приходите на свой участок в 12:00. Хотите поделиться своим испорченным бюллетенем или бюллетенем с голосом против Путина? Отправляйте его нам. Так ваше послание увидят тысячи людей. Впрочем, здравомыслящих людей, желающих проявить свою гражданскую позицию, в стране абсолютное большинство. Ну что ж, спасибо национальному телевидению, что рассказали о нашей акции с бюллетенями. У нас после этого разоблачения даже прибавилось подписчиков на канале. Но опять же, мы призывали людей не только против бюллетеней, там было много стратегий. Но в любом случае, спасибо, что хоть что-то рассказали. Я согласен, что здравомыслящих людей в России, в Чувашии в частности, большинство. Именно поэтому в Чебоксарах проголосовало меньше людей, чем 5 лет назад на выборах президента. Да и скажите мне, вот вы знаете вообще людей, которые верят, что выборы президента в России прошли честно? Что касается иноагентов, то, видимо, смелыми на резкие заявления становятся только так, за границей. О, наконец-то показали меня. Правда, без звука, и сказали, что этот иноагент стал радикалом после иммиграции. Но вот только в России я призывал людей выходить на улицу. Не вижу в мирном протесте ничего радикального. Меня задерживали и арестовывали. Один раз полиция даже залезла ко мне на балкон. Если честно, такого даже я не ожидал. Это Вау. В эмиграции я наоборот призываю не светиться. Сейчас слишком многое изменилось. 5 лет назад в Чебоксарах, да и в целом в России можно было выходить на улицу и не соглашаться с властью. А сейчас это уже совсем другая страна. Страшно, как быстро все изменилось. Очевидно и другое. Есть информация, что оппозиционные перебежчики поддерживают связи с американским фондом «Свободная Россия», цель которого настроить национальные республики против своего государства. Вместе мы придумываем форматы коллективных протестных действий, делимся опытом. Не вижу в этом ничего плохого. Про Фрирашу очень смешно, потому что люди, которые реально хотят развала России, критикуют фонд за их федералистскую позицию, а вице-президент фонда Владимир Милов совместно с политологом Федором Крашенинниковым написали доклад «Новая Россия будущего. Да, мы можем», в котором предлагает федералистский проект развития России. Ни о каком разделе страны там нет и речи. Вывод. Иммигранты-активисты за деньги, да. Желание заработать больше важнее Родины. На фотографиях Мишель Орешников, человек, который организовывал русские марши в Чебоксарах. Сейчас он гражданин Украины и активно пропагандирует отсоединение Чувашии от России. Почему его фотографии добавили в репортаж? Большая загадка. К нашей редакции он не имеет никакого отношения. Про деньги и желание заработать тоже никаких доказательств. Если бы редакция «Сердитой Чувашии» хотела бы заработать денег, то мы бы хвалили Единую Россию, проставляли бы войну и Путина. Независимая журналистика сейчас – это сложная и опасная задача, в отличие от нацтелевидения. У нас нет госбюджета, нет гарантий, зато у нас есть вы, настоящая аудитория и думающие зрители. Спасибо вам, что вы с нами. Я уверен, что в этом большом холдинге чувашского телевидения есть много хороших людей. Они все еще создают хорошие продукты, ту же утреннюю программу «Ирпулсан». 15 лет назад, когда только создавался телеканал, туда пришли журналисты с горящими глазами и с надеждами, что будут рассказывать жителям Чувашии о реальной ситуации в республике. Они делают заказуху для чиновников и застройщиков, что авторы новых программ будут ориентироваться не на тех, кто сейчас у власти, они приходят и уходят, а на развитие Чувашии. Будут говорить, что застройка леса – это плохо, что фальсификации выборов – это стыдно, а репрессии – это чудовищно. Остается надеяться, что на телеканале хотя бы останутся передачи на чувашском языке. Вы должны знать,
Любое телевидение сейчас, местное или московское, без конца врет. Глава Чувашии отправляет земляков на войну. Половина его правительства арестована или уволена за коррупцию. Жители республики все беднеют, а зомбоящик расскажет только о том, как колосятся надои. Наша редакция продолжает работу. Пожалуйста, поддержите нас на Бусти или Патреоне. В благодарность мы выпускаем специальный контент для спонсоров. А еще мы запустили самоиздат-газету. Первый номер вышел на чувашском, а следующий будет выпускаться на русском и чувашском языках. Ну а если вы видите меня впервые, подписывайтесь на канал. Сывопулыр.